Дорогие друзья, сегодня мы поговорим про очень красивое растение, называется калибрахау. Оказывается, это всем известная разновидность петунии. И сейчас вот это красивое растение завоевывает сердца наших якутян, наших огородников. Почему? Мы узнаем обо всем этом, вообще как ухаживать за этим растением, чем оно отличается вообще от своих собратьев петуний. Мы все это узнаем у педагога дополнительного образования Хатасской агрошколы, у Матрёны Васильевны Алексеевой. Матрёна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, калибрахау. Это действительно разновидность петунии? Да. Все верно. Это тоже разновидность петунии. Она растет шапочкой. Ее можно формировать красиво, как чтобы была она красивая, и она все будет цветами, да. И вот у нее разновидностей, ну, цветов разные. Есть вот малиновые, есть пестро, бело, сине, оранжевая, такие всякие разные, да. И бывает еще махровые, калибрахау тоже есть. Она отличается в чем? Ее можно укоренить, черенковать всю зиму. Даже. Круглый вот год это можно. Да. То есть как домашнее такое комнатное растение, да? Да, А вот, потом например, раз и на дачу вынести. Да, вот, например, с одного цветка мы можем делать черенков очень много. Штук даже вот, например, здесь можно сделать штук 50-20 черенков. И на следующее лето можно садить. Да? Так, и она любит большую посуду, потому что корни у нее очень большие. Так, мы тоже... Займут, вот посмотрите, посудка здесь где-то литра 3-4, наверное, ну это посудка 5-6 литров. Горшочек. Ага. А так можно садить даже на 20 литров. Один цветок. Один цветочек. Все лето она будет расти, большая-большая, как шапочка. Пушистая. То есть вот она чем отличается мы тоже от многих сортов петунии, да? Обрабатываем. Чем обрабатываем? Фитоспорином, ну, как все, да, чтобы доступно. И фитоспорином, да, то есть для того, чтобы предотвратить различные заболевания, да? Вот какая корневая система у калибрахау. Поэтому у нее должен быть посуда большая. Чем больше, тем лучше. Так, мы тоже чтобы все лето она развивалась хорошо, мы немножко сыпем тоже вот сион. Сион, но только именно вот для цветов. Есть для комнатных, есть для этих таких летних цветов отдельно. Все отдельно. Мы тоже все сажаем. Перемешать не надо было там как-то? Нет, потому что вот эти гранулы, они должны вот везде вот по корням, по этим питаться. Поэтому даже можно вот вы сион подсыпали, и все лето можно только поливать, потому что они будут взять все эти микроэлементы с этого сиона. С этих гранул. Ой, как здорово, оказывается. То есть это тоже для очень, ну скажем, не то что ленивых, занятых огородников, да? Да, те, которые работают, которым некогда особо возиться, а хочется красоты у себя на участке. Вот. И потом вот из этого черенка, тут же это был один череночек, да, вырастет вот примерно вот что-то такое. Да. И еще вы говорили, что нужно... Это был вот прямо из одного растения, да? Это, да, одно растение. С ума сойти, одно растение, представляете? И вот сколько вообще, как будто их здесь посажено вот миллион. Так, для какого формировки... размера еще она будет, вот вырастет еще, наберет, да. Чем больше горшок, тем лучше. Так. Ну а в этом горшочке она уже как бы не пойдет там вширь, да? Ну, она, будет ограничена вот вот это тоже надо вообще-то по идее пересадить нужно. Так, вот смотрите, вот они вот еще растут. Чтобы мы формировать. А вот смотрите, вот здесь вот она как-то вот суховата. Почему она сухая? Плохо поливали или что? Это тоже от полива тоже зависит. Но точно так же вы ционом подкормили в самом начале, да, и все. Да? Да. Так,
чтобы тоже формировать, чтобы делать как шапочку и красиво, мы ее Подрежем. так, вот так, например. Мгм. Ой. Так, берем, удаляем. И вот это можно углом. Подрезать. Ага, подрезать. Сейчас продаются в магазине гелевые укоренители и обычный корневин. Ее можно им Обработать. обмакать и посадить ну, торфяные таблетки можно, да? Или торф, агробал, там классман. Они в торфе очень хорошо идут, потому что торф это очень рыхлая почва. То есть она рыхлая и, значит, Лёгкая. приток воздуха, да? Ага, Очень лёгкая. хорошо циркулирует. Да. Все понятно, очень логично. То есть получается, вот даже вот это вот можно не выбрасывать, а раздать своим соседям. Да. Ну прям по доброте душевной, вот, да? Вот так вот. Так. Так. И начинаем, так сказать, создавать причесочку, да? Пушистую. Пушистую, как, ну, тоже как у петуньи. Шариком. Мы сделаем форму же, да, Да. петуньям, чтобы она была красива, шапочкой. Ну, наверное, можно придать любую форму, Ну, да? любую форму. Да, ну, насколько хватает фантазии. Ну, она Ну, более для амплия. начинающих, мне кажется, и шапочки достаточно просто ровненько выстричь. А вы будете стричь или еще, или как? Ну, например. Вот даже с цветочком, то есть мы берем, да, и Да, вот. без жалости, Безжалостно да, вот так. потому что цветы все равно вырастут, они будут, да, вот. Чем вот подрезаем, они будут еще густиться и будут красивые. Скажите, пожалуйста, а вот почему любят у нас петунью? Ну, не только у нас, ну, а вообще, вот Ну, почему очень популярна эта петунья? Ее свойства каковы? Ну, петунья, она более красивая, да, ну, цветочки у нее большие, разновидностей очень много, да, и они морозоустойчивые. И неприхотливые. И неприхотливые. То есть вот за это мы любим петунью. Да, и вот калибрахау, оказывается, это именно вот то растение, которое можно формировать, как мы хотим, да? Да. Так, каков период цветения вот этих цветочков? Ну, если вот, например, мы осенью домой занесем, да, мы всю зиму черенкуем ее, и всю зиму она цветет. Черенкуете, это как вы показали, да? Да. То есть маленький кусочек мы отрезали, черенковали и, ну, слушайте, это же можно вообще там, ну, я не знаю, очень много же посадить, да? И она будет всю зиму сидеть вот в этом. Ее нужно за зиму там куда-то пересаживать? Ну, да, мы сначала вот маленьких этих... в таблеточках? Таблеточках черенкуем, да. Потом пересаживаем вот такие-то стаканчики, потом уже литровые. Потом, ну и постепенно, по мере того, как развивается корневая система. Можно вообще гигантскую вырастить, да? Ну, допустим, 20 литров, это получается 20-литровое ведро, допустим, строительное, да? Ну, можно использовать его под, ну, из подручных средств, как говорится, вот горшок такой цветочный. И получается, тогда эта шапочка вообще может быть огромная. Да, огромная, красивая, с цветами. Это, представляете, из одного, вот вы черенкованием добьетесь вот такого вот результата. Представляете? А вот еще что-то собратья есть, вот калибрахау, и вы сказали, еще какие-то есть сорта вот наподобие калибрахау? Ну, вегетативные петуни тоже вот есть, да? Тоже мы их черенкуем всю зиму. Еще есть алисум тоже, ее тоже черенкуем, это тоже вегетативные. Вот еще есть, сейчас уже начинается же лобелии вегетативные тоже есть. Мы в этом году будем попробовать. Вегетативные это черенкование. Вот, например, мы обычно же семенами, а вот черенкование, это вегетативное черенкование, это именно вот черенкуется, вот например, комнатные цветы же мы черенкуем, да, и вот. То же самое, да? Вот так. Здорово. Вот так. Очень таким нехитрым способом. То есть, если мы ционом просыпали вот при посадке, можно даже не заморачиваться
по поводу того, что где-то как-то подкормить придется Да. там в течение летнего периода. Ну, а если все-таки вдруг почва у людей там, допустим, засоленная там какая-то, или жирная, или там еще какие-то такие особенности у почвы, что вы порекомендуете, вот если почва соленая? Как обычно, вот, например, pH, да, кислотность почвы должно вот нейтральная, вот 5,5, 5,6, да. Да, если очень почва такая соленая, можно вот Соленая это как? Вот 5,5 это ну, норма. оттуда и выше. Если выше, то это кислая, да, Да, почва? кислая. А еще на глаз как-то можно, ну сейчас тесты продаются, да, вот такие вот, можно там как бы опустить землю, да, развести в водичке и протестировать. А вот на глаз, допустим, можно определить, ну, если какой-то налет такой вот, ну, как будто солью присыпано. Да, у это меня, вот... например, участки дома, моя почва тоже такая кислотная, она белая налетом. И мой муж там сыпает этот известь. То есть перед посадками можно просто добавить сверху, или нужно хорошенечко там как-то вскопать там лопатой или как? Перекопать нужно лучше, да? Ну, граблями. И можно еще, есть же зола, но зола не должна быть не от угля, не это, именно древесная зола. И тоже вот немножко почву добавить или разбавлять водой. Например, 1 столовая ложка на 10 литров. И настаиваем где-то 1 день. Еще и настоять нужно. И все, поливаем. Понятно. И все прекрасно у вас будет цвести. И таким образом почва будет, вот эта вот соленость этой почвы, она будет снижаться. Более снижаться. А если вдруг на нашу вот эту вот красоту нападут какие-то вредители? Да, что с ними делать? Так. Ну, вредители бывают разные, да, например, и тля, и мучнистая роса, например. Мучнистая роса – это когда полива не хватает, да, когда очень жарко, и они, вот, например, вот это все больше белыми. Мы, ну, в основном мы пользуемся химикатами, как Актара, Искра, Топаз. А какие-то полегче и побезопаснее как-то можно? Если безопасно, чтобы как называется биологические, да, можно тоже золой опрыскивать тоже, разводить, да. И луковую шелуху тоже немножко остаиваем, тоже 2-3 дня, и потом тоже разводим водой и тоже опрыскиваем. Это спасет вот такой способ от кого? Ну, такой способ может от тли, и от, например, мучнистой росы и от ржавчины. Например, для плодовых, да, смородина, яблони, да, вот сейчас очень любят в участках высаживать, да. И вот они очень хорошо помогают. Вишню тоже спасет? Ну, вишню тоже можно. Так что, дорогие друзья, если кто-то посадил у себя на садовом участке и вишню, яблони, вот сейчас очень популярные стали вот такие вот у нас растения, да, плодово-ягодные, то вот эти вот способы, как луковая шелуха, обычная луковая шелуха, если не прибегать к тяжелой такой вот артиллерии, как Искра, да, и да, все-таки это ядохимикат такой, да. Лучше вот зола разведенная тоже опрыскиваешь, да? И луковая шелуха. А можно не луковую шелуху, можно лук сам вот порезать хорошенечко, чтобы запах был такой ядреный. Лук саму использовать я не попробовала, а вот шелуху я использовала. Ага, а лук вы не пробовали? Нет. Лук не пробовали. Ну, не знаю, может быть, потому что у меня на моем огороде вообще вот эта тля наглым образом почему-то обожает вот смородину. Да. Вот это вот жучки черненькие. Еще раз. Прямо кишат они там. Так, еще раз я скажу. Вот, например, когда снег лежит в конце апреля, пока еще не растаял, надо вот горячий, пока еще эти почки не вышли, надо горячей водой, кипятком пролить смородину. В смысле, пролить почву или... Ну, всю. Прямо и веточки, и всё, да? Все Потому веточки. И вот, например, летом более-менее будет вредителей
Их не будет уже, как бы Ну, поменьше будет, поменьше будет. Ну, у нас же погода такая, то дождливая, то очень сухая, да. Например, позапрошлом году тля было очень много, да. А в прошлом году мучнистая роса очень много, потому что у меня есть дома и яблони, и смородина, и облепиха, и это акации, да. Все они насыпаны были белые мучнистой росой. Поэтому вот весной я вот недавно тоже их всех обрабатывала. Понятно. Но кто не успел, тот уже попробует в следующем году, дорогие друзья. Скажите, вот я смотрю, у вас здесь разложены вот такие штучки. Монофосфат. Это вот тоже монокалий и монофосфат отдельно, да? Ага. Расскажите, для чего, для кого и как это можно использовать? Сначала вот про этот удобрение, про это. Это фосфорно-калийное удобрение, да, для подкормки культур, например, овощных, цветочных, например, для картофеля, для плодово-ягодных тоже всем подходит. Подойдет. Их надо, ну вот, например, помидоры, огурцы, да, мы когда сажаем, вот уже скоро, и как сажали, через 14 дней мы должны их подкармливать. А как понять, что не хватает, например, в нашей почве калия? Ну, там, например, если не хватает калия, тогда вот эти, они начинаются вот... Желтеть? Не желтеть, а крутится. Скручиваются вот, листочки, так? Это значит, не хватает калия. Калия не хватает. И тогда мы берем за вот эту вот штучку, да? Вот, монокалий добавляем. Ну, тут все расписано. А если не хватает фосфата, как понять, что не хватает нашим растениям фосфата? Ну, если не хватает фосфата, то эти лепесточки тоже начинают светлеть. Не такие вот, например, темные же, да? Они же начинают цветать как бы, да? Да. Бледные становятся. Да. Если не хватает железа тоже, например, у петунии, огурцы, вот. Хлороз называется. Нехватка железа – это хлороз. Вот посмотрите, друзья, как раз яркий тому пример. Да. Это вот. Что у нас? Это у нас петуния. Петуния. Вот, как раз вот нехватка солнца, нехватка этого вот начинается вот, когда они маленькие, вот хлороз. Хлороз. То есть нехватка именно солнца, да? Солнечного такого света. И растение такое, ну как блекнет, да? И мы тоже берем. Есть такой тоже раствор. Хелак железа, мы тоже ее опрыскиваем. И они начинают через 2-3 дня, через неделю уже приходить в себя, и зеленеть. Вот еще одно прекрасное, чудесное растение, как это называется, и тоже для украшения нашего садового участка, да? Да, это называется послен санбери. У нее вот плоды черные, как у смородины. Тоже растет примерно полукустарника, однолетники. Плоды у нее очень полезные. Это получается, это не цветок. Это кустарник. Это кустарник. Да. Так, это очень помогает у кого есть давление. Какое? Повышенное? Повышенное давление. У кого есть сахарный диабет. И повышает, вот, например, плоды можно использовать, делать варенье, и можно и замораживать, и просто... Есть в таком вот замороженном виде, да? Какие виды, как за ним ухаживать, когда высаживать? Ну, они очень простые для ухода. Их просто высаживаем и поливаем. А высаживаем как? Это однолетнее же растение? Это семечко, да? Да. И семечко, это примерно когда вы посадили, в какой период? Это мы их посадили в апреле. В апреле, и вот они вот так вот выросли. Здесь корневая система, дорогие друзья, видите, вот она тоже такая, ну, достаточно такая уже развитая, да, и как высаживать, как помидоры или как, как кустарники. Как кустарники, то есть... Например, вдоль забора можно, да? Вдоль забора, даже не в грядку? Да. А плоды какие, крупные или мелкие? Ну, примерно сантиметр и чуть ли больше. Он черненький, да? Он черненький и вкусом кисло-сладкое. Вот, например, я попробовала по своему опыту. Вот в прошлом году осенью у меня повысилось так давление
до 190. Ого. Мгм. И я всю зиму, в эту зиму, все вот и замороженным, и вареньем каждый день кушаю вот варенье с андури, Мгм. послено чайной ложечкой. Ну, сейчас, в данное время, у меня пока давление нормальное. Как здорово. И Вот. повышает иммунитет. Мгм. Скажите, пожалуйста, а вот нужно сажать вдоль забора, вы сказали, да? Ну, как смородину, да, практически. И уход какой за этим чудесным растением? Уход очень простой, ее тоже только надо поливать. Мгм. То есть, когда при посадке мы тоже можем использовать какое-то удобрение одно, да? Ну да. Или надо еще подкармливать в течение и поливать, видимо, нужно, да? Как все растения, тоже вот добавлять немножко Мгм. удобрение какое-нибудь, да, вот, Мгм. например. Цион можно вот при посадке? Можно сион, можно, например, вот монокалий, фосфат, можно все, Мгм. что угодно. Мгм. И все лето надо поливать, да все. Мгм. Мгм. Ну, садить ее надо не очень солнечном месте, да, а вот полутени, Любит полутень. полутень. Мгм. А почву какую любит? Ну, кислую почву наверняка не любит ни одно растение. Ну, у кого есть, ну, например, почва огородная, да. Мгм. Ну, перехотливое растение Мгм. это. А вот сколько вырастет, вот из него большой кустарник вырастет, да? Где-то Ну, высотой где-то сантиметров вот так, 70-80? 70-80, ага. Мгм. А плодов сколько с одного, скажем, кустика? С одного кустика можно собрать, ну, например, 2-3 литра, если хорошенько она будет расти. Мгм. 2-3 литра. И опять-таки тоже беречь от разного рода там вредителей, да? Вредителей. Да, вовремя там какие-то мероприятия проводить профилактические, да? Но в плане того там отпугивать. А можно рядом посадить, допустим, бархатцы или что-то? Вот чего тлянь не любит? Ну, я, например, ничего не садила, там они вот сами Выросли. отдельно. Это однолетнее растение? Это однолетние. Да, к сожалению, это однолетнее растение, но все равно оказывается вот какая невероятная польза от этого растения. То есть, если рядышком мы у забора, главное посадить, ну, допустим, 3 или там 4 кустика, да? На каком расстоянии каждый вот кустик нужно сажать? Ну, тоже как у смородины, да? Да, даже вот, ну, 40-30 между От каждого кустика. от каждого кустика. Мгм. И он разрастется прям Да, и будет, прямо как да, кустиком. да. То есть он будет плодоносить уже, вот мы сегодня вот посадим, и будет плодоносить Да, в этом он году. будет плодоносить где-то с августа до сентября. Как интересно. Слушайте, дорогие друзья, очень интересный такой вот, ну, плодово-ягодное такое растение, оказывается, однолетнее даже бывает, да? Я как-то даже в первый раз вообще слышу про это. Ну, вот я такой дилетант-огородник, что, да, очень интересно. Друзья, давайте возьмем на заметку и попробуем посадить вот эту чудесную ягодку, да? Да. У кого проблемы с иммунитетом, у кого проблемы с давлением с высоким, оказывается, это очень такое полезное, очень хорошее растение. И ягодки можно заморозить, вы сказали, а Да. можно сварить варенье, да? А можно прокрутить просто немножко Да, и сахарком, да? сахар. Мгм. То есть вот сколько способов. Дорогие друзья, много интересной информации сегодня мы узнали в Хатасской агрошколе. Ну и как сажать прекрасный вот этот паслен, как высаживать петунию невероятных размеров. Была цель нашей программы, об этом мы обо всем поговорили, узнали много интересного. Так что, друзья, вооружаемся этой информацией, пробуем, сажаем и всем хороших урожаев.